Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хочу вам показать упражнения, которые помогают быстро восстановить ноги после травмы в щиколотке. В этом видео я на лечебной физкультуре делаю комплекс упражнений на травмированную ногу. Расскажу вам историю, где я умудрилась это сделать. Я любитель бродить по горам. И очень давно у меня была мечта увидеть Сокулукский водопад. Была в ущелье, но до водопада не доходила. И вот моя мечта сбылась. Я еду к водопаду. Водопад Сокулук – один из самых высоких, красивых водопадов хребта Кыргыз-Алатау. 60-метровый водопад находится на высоте 2200 метров над уровнем моря в живописном ущелье, 80 километров к югу-западу от Бишкека. Это самый загадочный водопад. Никто не знает, где источник его мощного потока, так как наверху у него нет ни ледника, ни снежника. Так вот, довезли нас до моста реки Белогорка, а дальше пешком 7 километров вдоль речки. Все вверх и вверх. Ущелье Сокулук очень живописное. Живописны его склоны. Все склоны покрыты зеленью и цветами. Встречаются поляны земляники. Тропа к водопаду очень живописна. По пути открывается восхитительный вид на один из вершин кыргызского хребта – Черный шпиль, 4000 метров. Свое название скала получила из-за темного цвета, который не меняется при любой погоде. И вот она, долгожданная встреча. Вода с большой высоты срывается со скалы и, достигая земли, распыляется, превращаясь в водяное облако, пыль. Сначала я остолбенела от такой красоты, а потом стала подниматься все быстрее и быстрее в гору. Брызги уже били в лицо, и я повернулась назад, не останавливаясь, чтобы поделиться впечатлениями с сзади идущими. И вот я уже на земле от жгучей боли. В спешке к этой красоте я наступила на мокрый валун. Горы не любят суеты. Я это правило забыла. В итоге 7 километров пешком назад с поломанной щиколоткой, но счастливая и довольная. Моя мечта сбылась. Я увидела это чудо-водопад. Ну, потом, конечно, месяц в гипсе, ЛФК. После снятия гипса эти упражнения я сняла на камеру, чтобы делать дома, а не ездить каждый день в поликлинику. И решила поделиться этими упражнениями с вами. Их можно делать дома для укрепления связок и суставов. На моем канале есть 3 видео о моем походе к Сокулукскому водопаду. Я сделаю ссылочки обязательно и конечные заставочки на эти видео. Итак, упражнения. Первое упражнение. Сгибаем пальчики. Второе упражнение. Носочки на себя. Раз, два, три. Третье. Пяточки, носочки тянем вниз. Раз, два, три. Потом педальки. Теперь круговые движения поочередно каждой ногой. Сначала здоровой, потом больной.
сначала вправо. Потом влево. Потом больной ногой, также вправо и влево. Ноги. Да, ступни. Да, сгибание ступней сначала наружу, вовнутрь, Прямо. да, а прямо, потом сюда. Наружу. Угу. Потом ноги рядом и крутим сначала в одну сторону, вправо 10, а потом влево 10. Только, пожалуйста, не говорите, что говорите. Да. Теперь мы наклоняем вправо, раз, влево, вправо, влево. Здравствуйте. Прямой ногой вверх 10. Так, после этого в сторону, да, мы делаем? Прямая нога. Прямая нога в сторону. Раз, два. Так, следующее упражнение сгибание ноги в колени. Это вот так, да? Так, раз. Да, теперь мы встаем и садимся на стульчик. Работаем со скалкой и мечом. Так, прежде чем с мечом работать и со скалкой, сначала мы на носочек, на пяточку, на носочек. Когда голова крутится. Потом вот так змейку делаем вправо и влево 10 раз. Вот теперь берем скалочку левой ногой туда-сюда ее с пятки, да? Ой, с носка на пятку, с носка на пятку. Теперь мечом круговые движения, да? Вот так вот. Вперед-назад. Вперед-назад. Вперед, Прокатываем мяч. назад, прокатываем мяч, вперед-назад. А потом мечом круговые движения в одну сторону и в другую. Так, ну а теперь загоняем, да, пяточкой, мячик, пяточкой, мячик загоняем под стульчик. Так, высоко, чтобы. Чтобы колено ваше хорошо. И вот последние два упражнения, это поднимаем ногу, держим и вот так вот. Раз, два, да, сгибаем, разгибаем. Теперь в сторону. Поднимаем, да, и в сторону. Придерживаем Придерживаем руками и в в сторону. сторону ногой.